Красивая, яркая, эмоциональная мелодия. Вот таким талантом создавать такие прекрасные мелодии обладал замечательный композитор Рустам Яхин. Все его произведения, каждое по-своему интересны. Я думаю, с удовольствием послушайте его произведение «Алата Алмайя». Соловья Алябьева вы все прекрасно знаете. Вновь мы обращаемся к образу соловья, который сегодня уже в нашем концерте недаром звучал так часто. Соловей – это символ художника, соловей – это символ творчества, это символ свободы, это символ всего, что человеку дорого и близко. И поразительно, что вот это произведение Алябьев написал, находясь в тюрьме. Он был несправедливо осужден, его вскоре отправили в ссылку, кстати, вот в наши места, в Оренбургскую губернию. И вот, находясь в тюрьме, он создал один из музыкальных шедевров, которые любили Чайковский, который любил Свиридов и любили другие замечательные композиторы. Алябьев «Соловей». Thank you.
Среди башкирских народных песен есть такие, в которых рассказывается о людях, восстававших против порядков, которые тогда царили. Они защищали простой народ, отстаивали их права, и, конечно, им приходилось трудно. Вот одним из таких был Баяз. Говорят, он был батыром, замечательным кураистом, певцом, человеком талантливым во многих отношениях. То, что ему приходилось отстаивать права беззащитных людей, пришлось ему за это поплатиться. Ему пришлось бежать, скрываться. И вот песня, полная красоты и печали, была создана о личности этого певца, замечательного гражданина. Башкирская народная песня «Баяз». Поет Наргиза Ралдаева, а аккомпанирует лауреат международных конкурсов, замечательный музыкант Нургалика Экбердина. очень важно в творчестве Генделя. Георг Фридрих Гендель был одним из титанов XVIII века, человеком необыкновенно талантливым. Он был не только великий композитор, но и великий исполнитель своего времени, такой же замечательный органист-импровизатор, как и Бах. Он был прекрасным антрепренером, он организовал антрепризу итальянской оперы в Лондоне, долгое время поддерживал ее. Был человеком необыкновенно деятельным, энергичным, побывавшим во многих странах и создавшим огромное количество произведений. Он написал и вокальную, и инструментальную музыку. Но, наверное, наибольшую ценность все-таки представляют те произведения Генделя, которые раскрывают саму суть его души. Это вокальные произведения. Особенно прославился он своими ариями ламенто, печальными, жалобными. Печальные традиционно жалобные интонации
Он вкладывал необычайное благородство и силу чувства, и это приводило к созданию великолепных, поистине царственных произведений. Одно из таких произведений вы сейчас и послушаете. Гендель Дигнаре. Поет для вас Наркес Аралбаева. Класс преподавателя Джона Ахметовича Мусина. Еще при жизни была вычеканена золотая медаль, на оборотной стороне которой было написано «Создатель итальянских мелодий». И хотя Беллини жил рядом с великим Россини, но даже его слава не могла затмить того, что создал Винченцо Беллини. Он прожил очень короткую жизнь, но создал столько прекрасных произведений и оказал такое большое влияние на всю европейскую музыкальную культуру, что значение его поистине переоценить невозможно. Беллини был создателем особого настроения. Вот Верди говорил, что он умел создавать особое настроение печали, совершенно непередаваемое. Очень красивые мелодии Беллини. И когда мы, например, восхищаемся гибкостью и красотой шопеновских мелодий, мы должны помнить о том, что они – это плод влияния великого Винченцо Беллини. Одной из его последних опер была опера «Пуритане». В ней рассказывается о том, как героиня потеряла рассудок под влиянием любви. Она ждет своего возлюбленного и мечтает о том, чтобы с ним встретиться. Ария Эльвиры Беллини из оперы «Пуритане». Поет для вас Наркес Аралбаева.
Они хорошо знали друг друга, ценили творчество друг друга, и Афанасий Фет посвятил даже Чайковскому одно из своих стихотворений. Чайковский написал на слова Фета несколько произведений, и лучшее из них «Я ничего тебе не скажу». Я тебе ничего не скажу.
оперу. Это была последняя опера Чайковского «Иоланта». Его привлекла сказка о дочери короля Рене, Иоланте. Она была слепа от рождения, но не знала этого. Но вот в душе Иоланты зарождается чувство любви. И под влиянием этого чувства она переносит тяжелую операцию и прозревает. Чайковскому понравилась сама идея движения от тьмы к свету. Это та самая идея, которой пронизана его симфонии. Это действительно очень светлая и радостная опера. Вот сцена. Иоланта выходит вместе со своей кормилицей в сад, и веселая музыка ей не нужна. В ее душе смутное чувство. Она не может понять, что она хочет. Ей кажется, что что-то ее ждет особое в будущем. Ариоза Иоланты из оперы «Иоланта» Чайковского. Замечательную поэтическую картину создал татарский композитор Рустам Бияхин. Его произведение так и называется «Ай сонатаса», лунная соната. Thank
построить концерт, какие номера, в какое время поставить. И я говорю, вот давайте что-нибудь поярче, наконец, концерт от Джона Ахмедовича. А он мне говорит, нет, наконец, концерт мы поставим народную песню. И я подумала и согласилась с ним. Действительно, народная песня – это вершина всего. И в заключении концерта Наркес поет для вас башкирскую народную песню «Ятим кыз Хатеря». Концертмейстер, лауреат международных конкурсов. Еще раз хочу сказать, замечательный музыкант Нургали Каикбердина.
решиться, но оказалось по-другому. Обычно добавочные номера бывают по просьбе публики, но наш добавочный номер по просьбе исполнителей. Наши 4 солистки хотят выступить вместе и спеть для вас произведение Рима Хасанова «Вернусь к тебе». Наиля Нуреева, Наркес Аралбаева, Наргиза Аралбаева, Нурзия Сабитова. Еще раз хочу вам представить прекрасного концертмейстера Альфия Галимова. духовным сокровищем. И когда-то, вы знаете, Достоевский сказал, что красота спасет мир. А Павел Касаль сказал, что музыка, возможно, когда-нибудь спасет мир. Все-таки я в это верю. Спасибо вам за то, что вы были на нашем концерте. Ну и браво нашим исполнителям и их педагогам. Спасибо большое. Во-первых, мы проводим каждый год выпускников концерт.
слава Богу, у нас это получается пока. Вот в этом году у нас тоже вот аккорд, последний аккорд, я записал последний аккорд, потом госэкзамен уже будет. Это открытое вступление наше. Мы готовимся к госэкзамену. Дай Бог, чтобы все 4 наши девочки, талантливые, были на сцене. Поздравляю. Гульсина стесняется, конечно, но она молодая. Но дело в том, что у Гульсины сегодня тоже раз событие 2 девочки, вот Нурзия и Найля, слава Богу, очень неплохо, очень хорошо. Я хочу сказать, что это высшая характеристика в Устаджона Ахметовича. Очень неплохо. Очень мои большие благодарности нашему концертисту. Дельберсман наша палочка-вручалочка. Любой концерт без Дельберсмана нет. Я бы сказала, не палочка-вручалочка, а целое бревно. Спасибо вам за то, что вы пришли на концерт. Приходите на наши концерты.